avenge your father. I will avenge your father. Роберт Эггерс довольно быстро зарекомендовал себя в качестве одного из наиболее востребованных режиссеров в киноиндустрии. И это удивительно, ведь за его плечами всего 2 фильма, а его работы уже узнаваемы. Его режиссерский дебют под названием «Ведьма», где в оригинале фильм назывался чуть длиннее «Ведьма. Новая английская народная сказка», которую критики довольно высоко оценили за ее уникальный стиль, сюжет и эстетическое наполнение, это фильм-ужастик 17 века, рассказывающий простую, но пугающую историю. Спустя 4 года выходит его следующая картина под названием «Маяк» с участием Вильяма Дефо и Роберта Паттинсона, которую оценили еще выше, чем предыдущую. Хранишь секреты, значится? Нет, сэр. Зря ты сюда приехал. В 2022 году он выпустит свой 3-й и самый крупный на сегодняшний день проект. Безусловно, эпический фильм под названием «Варяг». Эггерс эту работу еще начал в 2019 году. Съемки шли в Северной Ирландии, но потом застопорились по всем известным причинам. Потом, как только так сразу вернулся процесс на круги своя, и проект не стал откладываться на дальнюю полку, и в апреле уже свет увидит этот фильм. На этот раз эстетическая составляющая будет представлена в виде боевого триллера, а не ужасов. Эггерс снова погружается в реальные легенды для получения вдохновения и отображения истории на экране. Сюжет основан на истории данов, откуда из 3-4 книги экстрагируются события, которые легли в основу экранизации. «Варяг» расскажет о времени викингов, о принце по имени Амлет, которого играет Скарсгард. Он мстит за смерть своего отца, короля викингов, так как стал свидетелем убийства. В наше время статистика говорит, что 85% убийств происходят руками близких людей. И в то время, во времена викингов, ничего не изменилось, и его отца убил его дядя, то есть брат. Можно так еще: брат убивает брата, вернуться в библейские времена. И вот жгучая месть становится смыслом жизни Амлета. Он обязан отомстить и вернуть себе право, данное ему с рождения, то есть место на троне. Говорят, именно эта история вдохновила Уильяма Шекспира написать Гамлета. Конечно, фильм Эггерса не будет точным пересказом истории принца викингов Амлета. Вместо этого он возьмет из первоисточника только несколько мрачных элементов и создаст на их основе новую историю. «Варяг» будет следовать только одной теме – это кровавая, жестокая месть тем, кто обидел принца викингов. Однако его путь не будет простым, прямолинейным и сухим. В нем будет внутренняя борьба, внутреннее переживание, где он будет выбирать между любовью к своей семье, своему роду или непрощению и ненавистью. Как я сказал ранее, Александр Скарсгард возглавил в главную роль принца. Аня Тейлор-Джой играет Ольгу, женщину, которая помогает ему на пути к мести, к достижению цели. Обладательница Оскар Николь Кидман вновь поработает с Александром, и в фильме она играет его мать, королеву Гудрун, которую ждут мучения и испытания после того, как ее заставляют выйти замуж за человека, убившего ее мужа. Также в фильме задействован Итан Хоук, он в роли короля Хорвиндила, Уильям Дефо в роли Хеймера, дурака. Клайс Банк играет одного из самых отрицательных персонажей фильма по имени Фьёльнира. Также испанская певица Бьорк возвращается в кино, она сыграет королеву славян. Эггерс написал «Варяга» в соавторстве с писателем Сьорном. Сьорн работал как поэт, романист и лирик, он зарекомендовал себя как отличный писатель. Его единственный предыдущий опыт работы над сценарием связан с работой над исландским фильмом ужасов «Резня китов в Рейкьявике». Оператор Эггерса Ярин Блашке также возвращается к работе над этим фильмом. Его работа ранее принесла ему премию «Оскар». Если это не очевидно из трейлера и кадров, то он отлично справляется со своей работой и знает, как сделать нужную сцену. Именно он стоит за некоторыми лучшими кадрами в фильмах Эггерса, от мрачной игры в подглядывание в «Ведьме» до тревожных кадров в фильме «Маяк». Эти фильмы были отредактированы тем же редактором, что и новый фильм, Луизой Форд.
Построив свою репутацию на исторической и культурной точности, кинозрители могут ожидать того же и от этой эпопеи о викингах. Подобный акцент на правдоподобие прослеживается во всем трейлере. Это видно потому, как воины носят свои наряды и по разложившимся отрубленным головам, которые у одного из вождей есть в качестве сувенира. Кроме того, Эггерс пытается подражать норвежским циклам и мифам, на которых основана большая часть мифологии скандинавской и Северной Европы. Все это может указывать на более мифические элементы в фильме. Персонаж Тейлор-Джой, в частности, слышит голоса в голове, а персонаж Кидман кажется почти фантастической из того, что мы видим. Эггерс склонен сеять сомнения в своих фильмах, как будто мы наблюдаем изнутри головы персонажей. Можно с уверенностью сказать, что в фильме «Варяг» будут те же самые упомрачительные аспекты и почерк, которые все узнали из предыдущих фильмов Эггерса. Актеры, участвовавшие в съемках, поделились впечатлениями от участия в картине. Иннесон подробно рассказал в интервью о физическом преображении Скарсгарда. Александр Скарсгард выглядит как абсолютный зверь. Там есть сцена, где он побеждает этого парня в бою, наклоняется и вырывает ему горло зубами, кричит богам, снимает с него рубашку. И ты думаешь, боже мой, это не культурист играет сцену, это настоящий серьезный актер. Он сделал себя похожим на какого-то монстра для этой роли. Самоотверженность просто невероятная. Я думаю, что это будет ни много ни мало, а шедевр, если честно. Аня Тейлор-Джой также отзывалась о фильме. Мы с Робертом дружим долгое время, и возможность создать искусство вместе — это потрясающе. Я так горжусь тем, что являюсь частью этого проекта. Каждый момент на съемочной площадке я испытываю гордость. Я думаю, что мы представим миру то, чего он действительно еще не видел. Я так горжусь тем, что могу быть частью этого. На вопрос, будет ли «Варяг» демонстрировать такое же пристальное внимание к историческим деталям, какое Эггерс проявил в фильме «Ведьма» и «Маяк», Тейлор-Джой ответила: это же Роберт Эггерс. Люди пришли в первый съемочный день, и он сказал: вам будет холодно, вам будет всегда дискомфортно, но это будет потрясающе. Так оно и вышло. Ставьте большой палец вверх, если вам понравился этот ролик. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Делитесь в комментариях мнением о фильме «Варяг». А на этом все. Спасибо за просмотр. До встречи. Пока. Твоя судьба предрешена. Ее не изменить. Я отомщу за тебя, отец! Я спасу тебя, мама! Я отомщу за тебя, отец. Я спасу тебя, мама.